В процессе нашей работы мы сейчас дошли до татарских дастанов. Это очень интересный и важный жанр. К сожалению, татарские дастаны изучались преимущественно фольклористами, и этнологи, а также историки в них особенно не заглядывали. Я думаю, что это крупный недостаток. На самом деле в дастанах содержится объемная историческая информация, но она требует отдельного анализа. И наши ученые до сих пор были не особенно готовы к такому анализу, потому что для исторического подхода к дастанам необходимо иметь хорошее представление об историческом процессе и даже иметь достаточное знание по методологии истории. Только тогда мы из дастанов можем вытащить те закрытые или зарытые в глубинах данные, которые на внешний взгляд не видны. И, конечно, когда мы обращаемся к дастанам, а у татар дастаны разнообразные, есть книжные дастаны, есть другие типы дастанов, то очень хорошо надо знать и родной язык, потому что дастаны первоначально возникли на определенной языковой почве, и там каждое слово имеет очень глубинный смысл, и если ты языком не владеешь, то этого смысла обнаружить не удастся. Поэтому вот дастаны имеют и эту сторону, про которую мы еще дальше поведем речь. Кроме того, у дастанов есть одна особенность. О них в свое время писал известный турецкий фольклорист. Он в Соединенных Штатах работал, историк Хасан Паксой. Он анализировал, скажем, один из татарских дастанов в свое время. Он отметил, что дастаны передают подлинную идентичность народа, незамутненную, там нет никаких вмешательств со стороны, или, скажем, вот как в летописных данных, там не заложена, как бы сказать, идеологическая рука. Это сочинение, которое возникло в данной среде, у данного народа, и оно отражает дух времени. И вот в этой связи, для того, чтобы увидеть, кем были предки татар, мы решили проанализировать друг за другом 3 татарских дастана известных. Они относятся немножко к разным типам. Вот первый дастан – это Туляк и Сусулу. Это такое произведение, которое называется «Любовный дастан» или «Героико-любовный дастан». И еще 2 других – это вот, собственно, героические дастаны. Это дастан Идыгей и 3-й дастан Чурабатыр. Они относятся к разным периодам. Вот ученые пришли к выводу, фольклористы, что Туляк и Сусулу – это, может быть, наиболее древний из дастанов, потому что там есть ряд архаических черт, и обычно относят этот дастан к XIV веку, может быть, ко второй половине XIV века. Дастан Идыгей относится или к середине XV века, или к концу XV века. В общем, скорее всего, возник этот дастан после смерти Идыгея уже, который умер в 1420 году. А Чурабатыр – это такой очень специфический дастан татарский. Он примерно через 100 лет возник. Это дастан, возникший в период накануне падения Казанского ханства, может быть, где-то вот на рубеже 15-16 веков, может быть, чуть пораньше. Но его герой этого дастана погиб в 1546 году. Поэтому мы имеем дело с разными видами дастанов. И вот среди них первый дастан, про который мы хотим сегодня порассуждать, это дастан Туляк и Сусулу. Надо сказать, что дастан Туляк и Сусулу, он распространен только у 2 кипчакоязычных народов, у татар и у башкир. Вот другие 2 дастана, про которых я сказал, они у многих кипчакоязычных народов есть, а вот от Туляк и Сусулу только 2 народов. Причем специфика заключается этого дастана в том, что у татар записано на правом берегу Волги
современный Апостольский район. Записана версия этого Дастана. Она сохранилась в книжном виде, в рукописном виде. Этот Дастан, исследовавший его довольно детально ученый Мир Касым Усманов, отнес к XVI веку по специфике языка. То есть это на самом деле раннее произведение. То, что записано у башкир, это в основном зафиксировано в XIX веке, в начале XX века. Они как бытовали в устном виде. Но наиболее развернутая форма Дастана, вот как раз рукопись, которая была найдена и опубликована Мир Касымом Усмановым, относится к XVI веку. Ну, для того, чтобы мы могли обратиться к содержанию Дастана, я должен очень кратко рассказать сюжетную линию Дастана Туляк и Сусулу. Но прежде чем начать рассказ об этом, я хочу зачитать начальную часть Дастана, она очень интересна. Там вот есть следующие слова, которые заставляют обратить особое внимание на этот Дастан. Вот Дастан Туляк и Сусулу начинается со следующих слов. Башман хан бірлян шаждар хан деген ханнар бар иде. Әуәл заманнар жайық сулаган икән. То есть в этом Дастане возникает знаменитый Башман Султан, как хан, и фиксируется его проживание в бассейне реки Яика. Это очень интересная информация, первая вот. И следующая интересная часть Дастана в конце, в самом конце, я обращаю на это особое внимание, там речь идет о последнем периоде жизни тех людей, которые связаны с этим Дастаном. Там сказано следующее. Но после Туляка ханом стал его сын по имени Габдулла, внимание, и сказано дальше так. Икил хан булып торды. Андан соң Тулякның улы Габдулла дөньядан үтте. Тулякның угылы дөньядан үткәннән соң Балкан тау, Алтын тәхет, Пулат сарай, Бал дәрьясы, Сөт дәрьясы, дүрт тарафдан аккан су дәрьясы, бергә килгән халкы, милке, барчасы бер кичәдә юкка чыкты, юк булды. Это вот пассаж, который фиксирует присутствие Габдуллы, очень интересен, потому что это имя вообще-то передает имя последнего правителя Булгарского вилаята накануне нашествия Тимура. И согласно другим татарским легендам, Габдулла хан был убит, когда Тимур брал Булгарский вилаят. И вот таким образом возникают некоторые исторические личности, но на самом деле они сложным образом связаны с Туляком. И мы хотим вот сегодня остановиться на этом интересном вопросе. Кто такой был Туляк? Какое имеет он отношение к Башман-хану? И причем тут Башман-хан, который жил очень давно, еще в XIII веке? И почему здесь возникает фигура Габдуллы, который некоторое время правил вот в каком-то юрте, согласно этому Дастану? И вот сейчас как раз для того, чтобы раскрыть эти тайны, я хотел бы обратиться к сюжетной линии Дастана. Она следующая. Туляк, сын некоего бия, то есть князя, служил хану по имени Бачман. И вот у этого хана было всего 60 нукеров, то есть слуг военных, и Туляк был 61-м, и он как-то не поладил вот с этими другими нукерами. В некоторых Дастанах говорят, что он не поладил со своими братьями. Но здесь это не важно, а вот важно то, что Туляк не поладил с ними и вынужден был бежать. И он на своем быстроногом скакуне ускакал, потому что ему угрожала смерть. Он 3 дня куда-то скакал и в конце концов доскакал до очень крупного озера. И на берегу озера увидел женщину, девушку, которая расчесывала длинные волосы. И вот в Дастане рассказывается, как они обменивались
выражениями разными. И Туляку эта девушка очень понравилась. Потом эта девушка все-таки решила уплыть от него, ибо она была дочерью подводного царя Пери, и она не хотела причинить Туляку вреда, и уже даже уплыла, но Туляк успел ухватить ее за волосы, и после этого он с ней вместе ушел в подводное царство, там, где эта девушка жила, Пери. Там слуги были, дворец прекрасный, и вот Туляк там некоторое время прожил, и потом они получили согласие отца этой девушки Пери, которую звали отца Шачдархан, вот это очень интересное имя, на их брак. Они поженились, и Туляк довольно долго жил в подводном царстве, у него там прекрасная жизнь была, очень обеспеченная, все там было, но через некоторое время он заскучал по своей родине и захотел вернуться обратно и обратился к Господу, чтобы Господь ему позволил вернуться, но девушка сказала, что без согласия отца она вернуться не может, поэтому надо спросить разрешение и отца. И вот такое согласие было получено, и Туляк был перенесен этими джиннами Пери со всем своим богатством подземным, со скотом. Вот очень важный атрибут с золотым троном, который стоял на определенном месте. И одновременно был перенесен и такое основание этого трона, которое было прикреплено к горе. Гора называлась Балкантау. Кстати, вот это наименование Балкантау есть во многих местах, но мы знаем европейские Балканы. Такая же гора имеется и где-то в Приуралье. А вот третья гора имеется поблизости от Татарстана, на территории Западного Башкортостана. Там тоже есть Балкантау. И вот тронное место и все богатство Туляка было перенесено на его родину его отца. И когда вот гора была привнесена туда, одновременно был и дворец Сусулу, вместе с Сусулу принесен туда. И Сусулу утром проснулась, Туляк тоже проснулся, смотрит там вот, они оказались у какого-то города, который назван Лук-Шахар, великий город. Вот интересно, что таким наименованием называлась вторая столица, более поздняя, булгарского вилаята, город Белярск. Вот сейчас нам надо немножко посмотреть, какой город имеется в виду. Но для этого я должен рассказать, что происходило, когда Туляк был перенесен вот на свою старую родину. Происходило следующее. В этом владении, где отец и мать Туляк еще были живы, там же находились, внезапно умер хан, и старейшие беки и другие крупные фигуры политические приняли решение. Так как у хана наследника не осталось, то они решили возвести на трон первого человека, который попадется им утром. И вот этим человеком как раз оказался Туляк. Что интересно, он же был княжеским сыном, то есть бием. И когда эти великие решили его вознести на трон, они обратились к нему как к султану, и Туляку предложили стать ханом. Туляк не отказался, он был возведен на престол этого владения. И вот после этого рассказывается, что Туляк знакомился с великими людьми, которые его на трон подняли. Кстати, вот тоже там татарское выражение «кутярдляр» на трон. Это старое выражение, которое было характерно для золотоордынского периода, потому что хана на престол поднимали 4 карачабека, взявшись за 4 угла такой белой кошмой, сажали на трон. Вот сам термин сохранился. Хотя мы обряд-то не знаем, там, каким образом это было сделано, но слово передает вот тот же самый смысл.
И вот Туляк, севший на престол, он начал знакомиться с этими великими людьми, и одновременно с другими к его порогу пришел его отец и пришла мать. Они Туляка не узнали, но единственное, у матери, когда она подошла, из женской груди появилась капелька молока. Обычно у женщин это бывает, или когда они собираются ребенка кормить, вот. И мать почувствовала, что Туляк чем-то ему близок. Потом они дома с мужем разговаривали на эту тему, но муж сказал, что вряд ли это Туляк, потому что мы его не знаем, он был утерян в свое время, исчез, и поэтому вряд ли он. Но Туляк свою маму и отца узнал, но пока им не стал говорить. Вот он стал ханствовать, и в процессе его правления, он правил долго, там рассказывается, что Туляк правил очень интересно. Он иногда выходил из своего дворца и отправлялся куда-то в сторону, там, где стоял вот этот Балкантау, гора стояла. И рассказывается, что Туляк поднимался на эту гору, туда ставили его золотой трон, и он там играл на музыкальных инструментах, развлекал народ, и в это время скот пасся. И здесь уже называется озеро, где вот этот Балкантау стоял. Это озеро называется Осылыкуль. Вообще-то получается, что это речь идет о западном Башкортостане. Там есть такое большое озеро, мы там были недавно. И там действительно имеется Балкантау, гора. И согласно народным преданиям, Туляк и Сусулу были похоронены там. В XIX веке даже фольклористам, которые собирали фольклорный материал, показывали могилы этих двоих. И там даже стояли надгробные памятники, но, к сожалению, мы их не смогли найти. Они, может быть, упали, наверное, сейчас уже в земле оказались. Но народ помнил, что там Туляк и Сусулу там были похоронены. Вот тут есть несколько таких любопытных заключений, которые можно извлечь оттуда. Во-первых, ясно, что когда Туляк начал править в великом городе, это, скорее всего, Болгар имеется в виду, на самом деле, город Болгар. Еще население, которое с ним имелось, выходило летом на кочевку, потому что рассказывают, что вот он сидел и смотрел, как скот пасся там внизу. Это Балкантау, довольно высокая гора, там далеко видно, впереди там долина такая большая. Таким образом, получается, что, несмотря на то, что они уже были горожанами, летом еще выходили на кочевки. Это было характерно в целом для Золотой Орды. Мы знаем, что, вот, например, во времена хана Узбека и последующих ханов, они зимой жили в сарае, у них везде дворцы были, но летом выходили обязательно на кочевку. Вот это такой любопытный элемент, который отражает специфику золотоордынской жизни на самом деле. Но есть если следовать дальше, есть некоторые другие признаки, которые заложены в Дастане и по которым мы можем выследить, кем был Туляк на самом деле. Вот сейчас я хочу обратиться к этим данным. Во-первых, отца Туляка звали Миркасы. Ну, Миркасык вариант тоже есть. И что самое интересное, это имя встречается и еще в одном татарском источнике. Дафтаре Шангыздаме – это источник 17 века, конца 17 века. Там как раз в рассказе о том, как Тимур завоевывал город Болгары, упоминается хан Габдулла, и около него было еще 124 великих бека, но 4 были, как там сказано, оксияк шахзадаляр, то есть знатные, особой кости, особого рода, и среди них один называется Миркаш Бек. И в русских летописях в 1374 году упоминается населенное место, такой населенный пункт, топоним Маркваш. В Татарстане до сих пор Маркваши существуют.
Вот похоже, что как раз этот топоним связан с этой личностью. Вот таким образом мы обнаруживаем первый след конкретно привязки Туляка к вот этому Бию. Но после этого возникает другой вопрос. Каким образом сын князя смог стать ханом или султаном? Потому что, когда вчитываешься Дастан, видно, что через некоторое время после того, как Туляк стал ханом, он признался, кто он такой есть, и отцу рассказал, и матери, что вот он – это он, и все уже признали, что он бийский сын, княжеский сын, но его, так сказать, оставили ханом все равно при такой необычной ситуации. Вот для того, чтобы понять, как это происходило, нам надо обратиться к историческим данным периода Великой Замятни. И вот там есть несколько интересных данных о том, каким образом нам надо искать и куда идти. Дело в том, что после того, как последний представитель батуидов, хан Бердибек, был убит, умер, в 1359 году он правил недолго, возникла ситуация, когда на ханский престол претендентов по этой линии чингизидов не осталось. Дело в том, что Бердибек, который пришел к власти несколько своеобразным способом, всех своих ближайших мужских родичей велел убить. Есть информация, что 12 царевичей были убиты. На самом деле еще большее количество было людей убито. И внезапная смерть Бердибека привела к тому, что трон остался пустой, претендента не было. А у Бердибека зять был знаменитый Мамай. И вот тогда произошел фактически раскол Золотой Орды, и как такой бывший зять Бердибека, по-монгольски Гурген, важная фигура, Мамай, который был племенным беком, он был беком племени Киат, того племени, из которого в свое время, в давние времена, чингизиды все вышли. Чингисхан был по племенной принадлежности Киатам. И вот как племенной бек и как зять умершего хана, Мамай решил сам возвести на трон нового хана. Этого хана звали, что интересно, Абдаллах. И вот таким образом появляется еще одно имя. Это фактически как раз и есть Габдулла. И после этого мы еще видим в Мамаевой Орде через некоторое время еще другого хана, которого Мамай последним успел возвести перед своей погибелью в 1380 году. Еще упоминается хан по имени Туляк. Есть вариант Тюляк-бек. И что интересно, в некоторых русских летописях этот Туляк называет Мамая своим дядей. Вот каким же образом вроде бы должен быть чингизидом Туляк, чтобы на трон сесть, его дядя оказывается князь фактически, Мамай. И я думаю, что всю эту информацию можно увязать в единое звено. Для этого мы еще раз должны обратиться к Дастану. И в Дастане есть новая интересная информация. Она связана с тем, что хотя несколько раз в Дастане упоминается птица этого Туляка, охотничья птица имеется в виду, его Дастан сначала называет Ок-Ябалак, белая сова. Но потом, через некоторое время, в Дастане возникает новая версия, и птицей Туляка оказывается Шанкар, Ок-Шанкар. Это одна из очень быстрых ловчих птиц, соколиная порода. И фактически, когда Туляк был перенесен со своей женой на свою родину, над его дворцом и над горой, который был перенесен вместе с ним, над Балкантау, как раз эта птица летала, Ок-Шанкар. И про эту птицу есть интересное выражение в Дастане, так сказано, «Меңезлек», «Меңезлек Шанкар». Мне пришлось довольно большое усилие приложить, чтобы установить, что имеется в виду под «Меңезлек».
И в конце концов я нашел подходящее выражение у пермских татар. У них в директном выражении «мэнгезлик» означает «денежный». И вот оказалось, что этот шанкар являлся денежной птицей. Я тут вспомнил, что вообще-то у рода чингизидов, у племени Кият, была племенная птица, как раз ох-шанкар. И эта племенная птица есть не что иное, как дух племени, который обеспечивал после смерти представителей данного племени перенос душ мертвых соплеменников в небеса. И вот возникает старая птица чингизидов, ох-шанкар, и оказывается, туляк имеет какое-то отношение к этой птице. Если мы внимательно посмотрим монеты чингизидские, особенно периода правления вот последних ханов из батуидов, Узбека, Джанибека, Бердибека, на монетах изображается двуглавая птица. Она, кстати, потом стала российским гербом, и российский герб ниоткуда, не из Византии, а оттуда идет. Это на самом деле как раз изображение духа племени Кият или символ чингизидов. И вот эта птица появляется рядом с туляком, и мы начинаем понимать, что туляк, видимо, имеет какое-то отношение к чингизидским делам. Я думаю, что вот эту загадку можно разрешить следующим образом. В Орде Мамая в нужный момент нормального чингизида не нашлось, потому что все были убиты Бердибеком, а престол не должен был пустовать. В такой ситуации, скорее всего, Мамай принял решение о том, что можно посадить на трон представителя племени Кият, но, возможно, происходящего от принцесс. То есть по женской линии туляк мог быть приобщен к ханской семье, но по отцовской линии, как вы видели, он был бийского происхождения княжеского и относился к племени Кият, к тому же племени, что и сам Мамай. И тогда получается очень интересный вывод получается, что Орда Мамая, которая, в общем-то, занимала правый берег Волги, доменным владением Мамая был Крым, он, опираясь на Крым, воевал со своими врагами, на самом деле некоторое время включала и территорию правобережья, где Булгарский валият находился. И вовсе не исключено, как мы видим, вот согласно Дастану, некоторые правители, которые правили на Гаескарде, они находились не в Орде, а находились в Болгарах. Вот туляк, скорее всего, находился в Болгарах, и после него там еще другие ханы тоже правили, может быть, его сородичи. Просто вот реальное правление тех людей, которые были около Мамая, вот Абдаллах и туляк, они немножко не соответствуют тому перечню, который находится в Дастане. Есть различия в порядке их перечисления в Дастане и в реальных исторических документах. Но я думаю, что это для Дастана нормально вполне, такое может быть. Вот тот подарок, который туляк вынес из подводного царства, а подарок был на самом деле подарком подводного царя перьев, Шайдархана, золотой трон. Как известно, золотой трон в чингизидских государствах, начиная со времен самого Чингисхана, был символом власти. Золотой трон мог быть только у правящей линии чингизидов. И вот мы часто видим рассказы путешественников, которые побывали в Золотой Орде. Там в золотом шатре, где обычно хан сидел, стоял такой трон. И что самое интересное, когда мы начинаем вчитываться в описание этого трона, куда сел туляк, там буквально описывается, какие у него ножки были, какая была задняя сторона, верхушка. Это точно соответствует тому описанию, которое мы видим
у Золотоордынского трона времен Ибн Батуты. То есть это вот начало 30-й год XIV века. И даже возникает впечатление, что люди, которые вот этот дастан сочиняли, могли видеть натуральный золотой трон. Но здесь вот для нас важно что? В некоторых татарских исторических хрониках есть такие выражения, что золотым троном был город Болгары, и вот этот золотой трон с Болгар был перенесен на Старую Казань, когда во времена Тимура хан Габдулла был убит, и двое его сыновей легендарных были перенесены в Иск-Казань, одновременно с ними туда перешел и золотой трон. Это означает, что вот фактически мы по историческим источникам знаем, что Булгарский вилаят вошел в доменное владение золотоордынских правителей, и даже есть информация о том, что до строительства города Сарая ханы жили в Болгарах некоторое время, а потом в летнее время, согласно вот казанской истории, золотоордынские ханы даже перемещались в сторону Казани, где погодные условия климатические были хорошие. То есть это означает, что вот символический золотой трон, который присутствует в этом дастане, означает конкретное тронное место, и тем самым как бы подтверждается, что Туляк имел полное право быть ханом, потому что он был владельцем этого золотого трона, как бы унаследовал этот трон. И вот получается в конечном счете, что мы в этом дастане видим сцены жизни и некоторые интересные данные о последних правителях болгарского вилаята. Они были не совсем чингизиды, а были людьми, которые имели отношение к киятам, знатному племени. И если мы начинаем вчитываться в тексты некоторых эпитафий, которые сохранились на территории города Болгара, то мы можем видеть там выражение «великий князь». Я думаю, что после того, как болгарское государство было монголами завоевано, скорее всего, вот, собственно, сама территория, прилегающая к городу Болгару, и некоторые другие территории, относящиеся к бывшему болгарскому государству, фактически перешли в центральный домен, и там начали править представители наиболее близкого к чингизидам племени, откуда они сами вышли, кияты. И поэтому вот в этих легендарных данных мы видим, каким образом некоторые из них даже были в определенный период ханами, реальными правителями, и потом из них до прихода Улу Мухаммеда еще возникли правители Казанского княжества уже, когда из Болгара население переместилось вот на другой берег Волги и Камы, и начало формироваться Казанское княжество, там тоже сидели те же самые представители вот этого рода. Поэтому я думаю, что первые князья, которые вот в некоторых русских источниках называются вотчичами, казанскими вотчичами, они были людьми, которые перешли из Болгара, но принадлежали племени Кият. И вот фактически это род Габдуллы. И что важно, вот когда дастан заканчивается, там есть вот фраза, которую я прочитал в начале, когда Габдулла умер, вместе с ним исчезли вот эти чудесные предметы, в том числе золотой трон, который был привнесен вместе с ним. Это означает, что прежнее правление закончилось, и начинается другая эпоха. Она была уже связана с формированием в Казани династии Улу Мухаммеда и отражает несколько другой исторический этап. Вот поэтому татарские дастаны, они имеют очень интересное историческое содержание, но мы должны не просто вчитаться, а уметь видеть за конкретными понятиями, словами, терминами некоторые вот древние исторические отблески того, что там запрятано. Что касается вот памяти о том, почему там возникает бачман, это тоже интересный вопрос. Я думаю, что бачман там возникает потому, что люди бачмана, племя Кипчак, которые восходят к кимакам,
тоже находилась в этом же владении. Они или поблизости находились, или потом туда проникли, что такое тоже возможно, и остались там. Ну, в предыдущих наших разговорах мы эту тему уже затрагивали, и поэтому, когда мы читаем иногда у башкирских политтехнологов о том, что вот род Бушман-Кыпчак был башкирским, это, конечно, абсолютно не соответствует реалиям. Те бушман-кипчаки, которые еще оставались вот в бассейне реки Кинели, Кинельщи, который южнее тоже Самарской области сейчас от территории, это на самом деле речь идет вот об этих старых кимаках, которые после монгольского завоевания были прикреплены уже к золотоордынскому владению и стали частью этого народа. Именно поэтому здесь возникает такая древняя реминисценция о предках, и фигура Башман-Султана возникает в связи с этими кимаками. То есть народ, может быть, такое черное население, рядовое, он помнил, откуда у него свои предки. И в некоторых версиях Дастана о Туляке и Сусулу, вот записанных у башкир, мы даже встречаем такое имя. Отец Туляка иногда называется Албар. Албар-Елкыш, такое там выражение есть. Ну, Елкыш – это бедный, а Албар – это фактически вот личное племя Башман-Султана или Башман-хана было. То есть народ остался, хотя сам Башман был убит, народ остался и вот вошел в состав этого владения. И на самом деле этот народ является вот одним из коллективных предков татар.